Татарстан подгоняет свое законодательство под общий федеральный стандарт. Сегодня новая редакция Конституции Республики прошла первое чтение. Было внесено 325 поправок. Государственными языками в Татарстане признаны русский и татарский. Однако, как сообщает наш корреспондент из Казани, несоответствие законам Российской Федерации все еще остается. У здания Госсовета депутата встречал пикет националистов с плакатами и флагами Татарстана. Одно полотнище было перевернуто и по цветам в точности совпало с флагами Венгрии и Гамбии. Знаменосцы разницы не почувствовали. Это символ нашей республики, наш флаг Татарстана. Вы уверены? Не только уверен, мы сами ее создавали. Пикетчикам не нравится, что в Конституции Татарстан перестанет называться субъектом международного права и суверенным государством. Слово «суверенитет» в Конституции вообще не упоминается. Пикетчики мерзли зря. Суверенитет упоминается в самой первой статье как неотъемлемое качество республики, но лишь вне пределов ведения Российской Федерации. Прокуратура считает, что суверенитет Конституции – это ненадолго. Конституционный суд России однозначно высказался по поводу существования или отсутствия суверенитета у субъектов Федерации. Слова суверенитета там нет. Конституционный суд России обязал Госсовет Татарстана изменить статью о выборах. Верховный суд Республики признал несоответствующими федеральному законодательству более 40 статей Конституции. В последние месяцы рабочая группа Конституционной комиссии во главе с президентом Республики собиралась ежедневно, подготовив 325 поправок к 122 статьям. В новой редакции Конституции мы ясно обозначили Республику Татарстан как полноправный субъект Федерации, объединенный с Россией на основе Конституции Российской Федерации и Республики Татарстан, а также договора о разграничении и взаимно делегированными полномочиями. Сама Конституция стала короче на 42 статьи. Изъят пункт о международной правосубъектности республики. Изменено понятие гражданства. Закреплено разделение властей. Теперь главы администрации не смогут быть депутатами. Парламент будет профессиональным. Для контроля за бюджетом будет создана счетная палата. Парламентская оппозиция осталась недовольна тем, что для президента республики остался ценз оседлости и знание 2 языков, что, впрочем, не помешало принять документ лишь с одним голосом против. После принятия закона в первом чтении обновленная Конституция отправится в районные городские советы, будет опубликована для всеобщего обсуждения. Через месяц второе чтение. Эдуард Хайруллин, Роман Везменов, ОРТ, Казань.